В окружной администрации столицы прошли очередные публичные слушания. На этот раз было рассмотрено рекордное количество вопросов по правилам землепользования и застройки. Более 50 пунктов в повестке, конкретные вопросы и изменения территориальных зон по конкретным адресам. Люди имеют право обращаться в окружную администрацию по всем вопросам, связанным с их правами. Если что-то их не устраивает, конечно, они имеют право писать, задавать вопросы, делать какие-то предложения. А уже в соответствии с установленным законодательством есть градостроительные документы, которые определяют порядок. Допустим, это генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки, проекты межевания. Все. Мы рассматриваем заявления жителей на момент того, возможно ли внесение изменений. Рассматривается коллегиально, комиссионно. Поэтому здесь как-то все открыто, очень прозрачно. Другое дело информирование насчет публичных слушаний. Мы пытаемся работать с территориальными управами, чтобы они максимально освещали это. И наш портал OneClick, официальный сайт, официальная газета «Эхо столицы». Вот те ресурсы, через которые мы информируем. В этом году мы пытались внедрить информирование через мессенджеры. Пока не очень хорошо работают. Мы пытались как сделать, чтобы управы, получив информацию о проведении публичных слушаний, сообщали своим управляющим компаниям ТСЖ, они в свою очередь делали рассылки. Пока эта схема, к сожалению, не работает, но вот сегодняшние публичные слушания показали, что при желании это возможно. Человек просто сделал рассылки, и люди пришли. Это может сделать любой глава управы. Правила землепользования и застройки являются одним из основных документов, отражающих стратегию развития муниципального округа. Правилами утверждается территориальное зонирование районов в соответствии с генеральным планом города. Зонирование дает четкое понимание функционального использования городской территории под будущими объектами. Публичные слушания должны помочь людям увидеть всю картину изменения столицы в целом. Горожане должны понимать, что ждать, а самое главное, что на публичных слушаниях есть все шансы отстоять и избежать возведения тех или иных объектов и домов.